Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Продовольственная безопасность для такого крупного и транспортно разобщенного региона, как Якутия, является очень важной задачей. Компания «Саюри», которая является резидентом ТОР Якутия уже почти десятилетие, обеспечивает продовольственную безопасность города и региона в целом. Благодаря поддержке федерального центра тепличный комплекс постоянно развивается, а на столах жителей круглый год есть свежая продукция. О том, какие изменения произошли за последний год, какие задачи стоят на 2025, мы поговорим сегодня с руководителем проекта «Звезда Арктики», управляющей организацией «Саюри» Валерием Гариповым. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот расскажите, какие последние события произошли в компании. Насколько мне известно, буквально в прошлую субботу состоялся запуск газопоршневой установки. Вот зачем она нужна, какую экономию и вообще радость дарит компании и жителям региона? Тепличное производство – это очень энергоемкое производство, которое требует большого потребления электроэнергии. Для снижения наших затрат на электроэнергию мы приобрели данную газопоршневую установку, которая позволила снизить наши затраты на производство нашей продукции. Ну, то есть, вот она получается автономная. Если вдруг свет уйдет в Саюре в самом, да, либо в Сырдахе, вы как-то поможете жителям? Можете? Да, на сегодняшний день наши технологии, наше ноу-хау, можно так сказать, предусматривает, что мы можем при аварийных ситуациях, конечно, пустить электричество в общую сеть. Потому что у нас есть параллельная работа с сетью, но только с разрешения Якутскэнерго мы можем это сделать. То есть, если будет какая-то авария в сети, то мы можем свою выработанную электроэнергию пустить на жителей, на поселок, на больницы, на садики, то есть на социальный объект. Ну, то есть подстраховать, да, можно так сказать. Теоретически, да. То есть получается объект двойного назначения. Ну, это очень здорово. Ну, а вот это, получается, какая-то современная разработка? Ну, эта разработка, она существует уже давно. Она присутствует везде, во многих тепличных комбинатах. Ну, поэтому мы здесь применили эти знания и внедрили в прошлом году. Естественно, нам помогли в разработке технического задания и выдаче нам технических условий. Это Якутскэнерго и наши партнеры, которые проектировали данный объект и внедряли. Ну, вот, а какие задачи стоят перед предприятием в глобальном плане? Вот чего хотите? Прям всю республику обеспечивать продукцией? В глобальном у нас, во-первых, нужно успешно завершить этот год. А на следующий год также у нас поставлены амбициозные задачи увеличить свой объем производства до 2500 тонн свежей продукции. Мы постоянно пытаемся экспериментировать с теми или иными сортами, с учетом того, что связано это с определенными санкциями, которым мы сейчас тоже подвержены. Те семена, которые были в прошлом году, сейчас они недоступны, и нам приходится испытывать уже российские семена нашего российского производителя, это Гавриш. И надеемся, что с его помощью мы также будем выращивать и собирать тот объем, который мы запланировали. Помимо этого, в этом году и в следующем 2025 году мы рассматриваем возможность приступить к возможному проектированию следующей очереди строительства, которое в рамках программы развития якутской агломерации предусмотрено мастер-планом, которое утверждено президентом нашей Российской Федерации. Ну вот получается, это у нас будет какая? Пятая очередь? Это будет четвертая очередь. Четвертая, да? Забежала я немножко вперед. А расскажите вот про первую, вторую, третью очередь. Когда были реализованы, ну вот поэтапно, и вообще что получается? У нас какие теплицы есть? Отдельно они вроде как стоят. Да, на сегодняшний день у нас наше тепличное предприятие, оно развивалось по этапам. Первый этап, мы считаем, это строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди. Это экспериментальная теплица, которая была запущена в конце 2017 года. Она была спроектирована и построена с помощью японских коллег, которые являются нашими участниками общества, это Hokkaido Corporation, с применением своей технологии. Эта технология позволила также показать, что в условиях вечной мерзлоты, очень холодных температур и жаркого лета данная технология позволила выращивать эти овощи и, соответственно,
всегда присутствует на столе у наших горожан. А вот сначала, получается, продукция уезжает к детям, насколько я понимаю, то есть в социальные объекты? Да, в первую очередь мы поставляем продукцию в больницы, в детские сады, школы. Потом уже отправляем всем желающим потребителям. Ну вот насколько удалось за последние несколько лет нарастить производство и чем полезен ТОР в этом деле? То есть вы же, получается, входите в ТОР Якутия? Да, с каждым годом, то есть мы, я не досказал, в первую очередь у нас была построена вот именно с помощью японских коллег. На основании этого строительства было принято решение масштабировать данный проект, и на территории также построили еще одну очередь теплиц. Это, получается, вторая очередь. Мы ее завершили в 2019 году и позже приступили уже к строительству третьей очереди. Третья очередь, она также состояла в 2 этапа. И полностью все строительные работы были закончены в ноябре 2021 года. И было торжественное открытие всего комбината в общей сложности 3,3 гектара, из которых 2,9 гектара – это чисто производственные площади, на которых на сегодняшний день мы выращиваем 2450 тонн продукции. Это у нас огурец, томат, на сегодняшний день перец, баклажан, клубника и зеленые. Я знаю, что у вас есть кое-что, Да. что вы выращиваете в качестве эксперимента. Расскажите, Да, пожалуйста. на сегодняшний день также хочу вернуться к нашим объемам, теплицам. То есть в экспериментальной теплице, которая была построена с помощью японских коллег, мы сейчас выращиваем клубнику. Клубника у нас получилась очень вкусная. Надеюсь, все ее оценили. В ближайшее время мы нарастим производство этой клубники, и сейчас у нас уже 6 сортов. Если раньше у нас было 2-3 сорта, то сейчас у нас 6 сортов, тоже в качестве эксперимента. У всех свои вкусы, свои пожелания, поэтому мы пытаемся увеличить это, сорт испытания. А помимо этого мы в качестве эксперимента, чтобы показать, что можно вырастить все, что угодно в нашей технологической теплице при желании, мы попробовали посадить семечко папайи. И через 1,5 года у нас получилось очень хорошее дерево. Урожайистое, да? Урожайное. После сбора этого урожая мы собрали еще семечко. В каждом плоду 60-65 семян. Эти семена мы также посадили. И на сегодняшний день у нас уже идет поколение уже от нашего. То есть выращенные уже в теплице? Выращенные в теплице, да. Ну, этот опыт у нас не для продаж, это чисто, как я сказал, что в условиях вечной мерзлоты, климата, жаркого лета и холодной зимы можно вырастить все, что угодно. Все, что можно пожелать. Ну, а папайю-то попробовали? Вкусная? Папайя очень вкусная, понравилась тем людям, которые пробовали. Наши первые, кто оценил эту папайю, это наши овощеводы, которые некоторые даже не выезжали никогда за территорию республики и были удивлены, что они пробуют такой фрукт, который растет в экзотических странах. Да. Ну вот я знаю, что вы еще делаете заготовки, то есть очень вкусная аджика. Спасибо, попробовали, оценили. Вообще, как это происходит? То есть, получается, помидорки собирают у вас, потом вы везете их куда-то на производство, и вообще кто придумывает рецепты, как вот реализуется эта история? Ну, данная история, она возникла в связи с тем, что на каждом производстве бывают отходы. То есть это другого сорта или неподходящие к продаже? Некачественный продукт, мятые продукты, там, или же, как сказать, не так выращены. То есть отходы мы считаем это как неликвидное производство. Мы это неликвидное производство, данную продукцию всегда выкидывали. Но потом решили все-таки не пропадать, не пропадать, и, соответственно,
ознакомившись с определенными технологиями консервирования, с нашими коллегами посоветовались, ну и решили заняться этим производством. У нас есть наши коллеги, которые имеют определенные технологические решения оборудования, ну и они несколько видов своей продукции, ну, готовой продукции нам предоставляют. Мы делаем дегустацию среди своих работников, а работников у нас 115 человек, которые выбирают, какой продукт более подходящий. И вот мы отсюда делаем тот или иной рецепт того или иного продукта. Здорово, очень. Ну вот хотела такой вам вопрос задать. Я неоднократно слышала мнение о том, что продукция, выращенная на гидропонике, вот как у вас в теплице, является, ну, не совсем, скажем так, не знаю, некачественной, там, возможно, опасной, некоторые утверждают. Вот что мы можем им ответить? Согласимся или поспорим? На сегодняшний день мы выращиваем нашу продукцию с использованием минераловатного субстрата и кокосового субстрата. Каждое растение имеет свое питание, то есть к каждому корню подключена своя питательная система, и через эту систему получает растение те необходимые питательные вещества, которые должны быть у итогового продукта. Вот. Минераловатый субстрат — это считается самая, ну, чистая подоснова для выращивания. Потому что если выращивать на земле, то на сегодняшний день, ну, как я говорил, здесь у нас очень морозный климат, вечная мерзлота, земля у нас не может Не очень плодородная, да? быть использована для выращивания в промышленном масштабе. Поэтому в любом случае используется именно минераловатый субстрат или же кокосовый субстрат. Данные субстраты используются во всем мире, и все имеют положительный эффект от этого использования. Конечно, в домашних условиях, на огороде, в маленькой тепличке, естественно, лучше выращивать на земле, потому что не нужно дополнительных требований к применению. Посадил семечко в землю и поливай. А тут мы делаем все необходимое для того, чтобы вырастить больше урожай с использованием всех необходимых питательных растворов. Естественно, земля, она много что дает, но земля на сегодняшний день не везде чистая. Где-то есть определенные отходы, талые воды, которые также приводят к тому, что можно получить и обратную реакцию от использования земли. А где заказываете вот эту подоснову? То есть она наша, отечественная? Ну, хотя кокос откуда у нас может взяться? Вряд ли. На сегодняшний день мы применяем кокосовый субстрат, который привозят нам наши партнеры с Шри-Ланка. Минераловатый субстрат мы приобретаем у наших партнеров, которые привозят под основу сырье из Германии, из Голландии, из Польши. И на заводах делают этот минераловатый субстрат, который используется для выращивания. Ну, то есть пока санкции не коснулись этого момента? Ну, мы, получается, сами уже в России уже научились производить, естественно, на технологиях, которые были раньше. То есть мы используем все хорошее, и наши же производители субстрата, они учатся на этих санкциях, и мы также как бы поддерживаем своего товаропроизводителя, и данный продукт, он нисколько по качеству не отличается. Но если мы до этого полностью импортно использовали, то сейчас с помощью вот этих наших партнеров мы оптимизируем также затраты на этом субстрате.
Давайте поговорим о современных технологиях, которые используются в теплице. Вот я знаю, что у вас какое-то очень интересное освещение, что у вас вот пленка очень такая достаточно толстая, в 2 слоя сделанная, и между ней еще воздух теплый ходит. Вот расскажите об этом, очень интересно, как бы, что у вас там интересненького, новенького? Ну вот смотрите, на сегодняшний день мы построили теплицу, единственную в мире, на вечной мерзлоте. То есть грунт в Якутии, он склонен к движению в разное время года. И, естественно, с учетом этого необходимо предусматривать те необходимые решения для фундамента, для стеновых панелей и кровли. Естественно, если движение идет, то может и двигаться вся теплица. И если во всем мире делаются теплицы промышленные из стекла, то стекло может, соответственно, лопнуть, сломаться, и пойдут определенные повреждения как у растений, так и может и для овощевода принести определенные проблемы. Поэтому из этого было принято решение применять пленку. Пленку, естественно, искали такую, которая позволит выдерживать температуру и плюс 50, и минус 60. И такая пленка была предложена нашими же коллегами, которые являются участниками общества. Это японская компания Hokkaido Corporation, которая нам поставила пленку F-Clean японскую, которая нам на сегодняшний день позволяет сдерживать морозы минус 60 и жару плюс 40-45. Пленка плотная, светопроникновение у нее очень хорошее, 95%, ну, почти как у стекла. А вот что делаете, когда снег, допустим, прям так сильно упал, на теплицу сверху чистите, чтобы свет проходил? Ну, у нас технология предусматривает, что имеется несколько контуров отопления. Есть отопление подножное, есть боковое, есть, как называется, шатровое, то есть Сверху, да. И, естественно, с помощью этого отопления, когда отапливается конек, идет таяние снега, и снег уходит с пленки. Ну, когда не получается, то, естественно, приходится нам своих работников направлять на очистку теплиц от снега. Ну вот как себя оборудование чувствует в экстремальных условиях? То есть, получается, у вас тепло и все в порядке, и никаких экстремальных условий для оборудования как таковых и нет? Да, ну, я хотел также вернуться к предыдущему вопросу. Я не про всю технологическую цепочку нашего оборудования рассказал, да? То есть, помимо пленки и применения правильных фундаментов, естественно, для промышленного выращивания необходимо хорошее освещение, хорошая вода, хорошее отопление. Чтобы добиться хорошего освещения, на нашу теплицу, которая 2000 квадратных метров, предусматривается 600 светильников. Это 600 светильников по 600 ватт. И этого порой недостаточно, потому что плотность посадки у нас такова, что необходимо дополнительное освещение в цинозе, то есть там, где формируются плоды. И там у нас в каждой теплице установлена светодиодная досветка в виде светильников, которая позволяет увеличить плодоношение, тем самым увеличить общую производительность продукции. Помимо этого у нас предусматривается подача СО2. СО2 у нас идет от выработки отходящих газов от наших котельных, от наших машин, которые вырабатывают тепло, и поступает в теплицы через определенные рукава. То есть тоже необходимо определенное содержание ppm для того, чтобы растение питалось. То есть для того, чтобы была правильная вегетация и достаточного питания, всегда нужен СО2. Тем самым мы его подаем. Помимо этого, что касается поливов, это тоже определенная технология. И здесь тоже необходимо не переборщить
и, соответственно, чтобы не оставить голодного растения. То есть всегда должен быть правильно своевременный полив и правильно приготовлен раствор для полива. И для этого у нас предусматривается компьютерный контроль с приготовлением этих растворов и поливов. Компания Прива, голландская компания Прива в свое время нам поставила данную систему, которая позволяет контролировать приготовление раствора, контролировать подачу электричества, контролирует подачу воды, необходимого тепла и проветривание теплиц. То есть полностью вот это все, весь технологический процесс у нас настроен автоматически, то есть автоматизировано полностью управление. И это управление, оно идет от нашего гидрометцентра, грубо говоря. То есть у нас есть своя метеостанция, которая показывает, какая температура, какой ветер, какой солнечный и несолнечный день. И на основании этих данных он передает в компьютер эти данные, и компьютер уже на основании вот этих перечисленных мной инженерных технологий выставляет программу. И эта программа уже автоматически забивает, что сегодня нужно столько-то раз полить, столько-то раз проветрить теплицу, столько-то раз в такое-то время включить досвечивание. За всем этим у нас наблюдают наши операторы, которые 24 часа в сутки смотрят за поведением тех или иных систем в компьютере, при необходимости выходят в теплицу и уже в ручном режиме где-то что-то поправляют, что-то делают. А кто растворы готовит? Агрономы? Да, у нас есть штат, в штате имеется агроном, агроном-химик, у него есть помощники. На основании производственной программы, которую утверждает наш директор производства, и устанавливаются те правила поливов, правила того или иного раствора в те или иные часы. И на основании этого уже здесь исполнители, помощник делает, агрохимик проверяет и, соответственно, дает указания операторам, они все эти вещи выполняют в последующем. А кто еще работает в теплице? Получается, агроном, агрохимики. Какие специалисты у вас еще есть? Ну, у нас имеется, получается, агрономическая служба, имеется инженерная служба, служба закупок, ну, естественно, бухгалтерия, финансовая служба. Все мы работаем на один результат. Каждая служба зависит друг от друга. А вот насколько есть проблема со специалистами? Все-таки в Якутии аграрное дело не настолько развито, например, насколько развито в Краснодарском крае. Насколько дети готовы учиться на агронома, приходить, работать в дальнейшем? Или здесь вот есть какие-то сложности? Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что на сегодняшний день проблема кадровая существует в мире, да, в России, и в Якутии тоже не обошлось без этой проблемы. Но с этой проблемой мы на сегодняшний день пытаемся справиться собственными силами. У вас есть какая-то школа агрономов? На сегодняшний день, ну, по крайней мере, мы учим своих агрономов, тех, кто у нас работает, мы повышаем их квалификацию, направляем их в ведущие тепличные комбинаты для получения практики, направляем на семинары, привлекаем людей из других регионов для того, чтобы они приехали сюда и поставили работу на надлежащем уровне. И чтобы они, приезжие агрономы, специалисты, обучили местных специалистов, которые на сегодняшний день хотят и которые работают. У нас имеются договоренности с местным аграрным университетом. На сегодняшний день обучается
получается, по целевой программе от нас 3 человека. А те студенты, которые учатся в АГАТУ, периодически приходят к нам на практику. Работают они и по инженерным специальностям, и в теплице, и также те, кто уже более квалифицированный, помогают как помощники агрономов. Также мы своих работников отправляем учиться, ну, и за пределы региона. На сегодняшний день у нас люди учатся в Новосибирске и на инженерную специальность. Потому что инженеры, они нужны и также и в сельском хозяйстве. Потому что у нас, как я уже объяснил, технологические решения такие, что необходимо следить и за электричеством, за водой, за теплом, а это все инженерия. Ну вот как вы считаете в целом, почему проект «Саюри» стал успешным? То есть только когда он появился, очень много было сомнений у людей, что вообще можно выращивать круглый год овощи на вечной мерзлоте, но вы смогли справиться вообще с этой задачей большой. Как так получилось? Почему пришли к успеху? Это вот технологии больше или все-таки люди? Понимаете, каждый проект, он будет двигаться тогда, когда в нем будет заинтересованность. Очень большое подспорье это было то, что регион в лице руководителей и республики, и города, они были заинтересованы в том, чтобы у якутских жителей была всегда свежая продукция, не только мясо, но и овощи, которые имеют те или иные необходимые для организма питательные вещества, чтобы организм человека всегда жил. И на сегодняшний день, благодаря именно вот желанию руководства региона, чтобы жители Якутии имели всегда свежие овощи, был реализован данный проект. Данный проект был реализован также с поддержкой федерального министерства, которое поддерживает, это Минвосток развития, это КРДВ, это федеральные структуры ВЭП, которые помогают также в финансировании. И благодаря вот этим участникам этого процесса мы построили данное предприятие. Данное предприятие, я считаю, что оно зарекомендовало себя с положительной стороны. Мы обеспечиваем 25% потребностей Якутии, Якутска данной продукции. Поэтому люди уже понимают, что есть своя продукция, свежая продукция, продукция, которую можно сегодня прийти, посмотреть, как она растет, и тут же ее купить. Может даже прийти и сорвать, и съесть. Поэтому жители Якутии уже понимают, где привозная продукция, где местная продукция. И очень мы рады, что наша продукция ценится и покупается. Кстати, вот некоторые овощники хитрят и говорят, что это продукция «Саюри» у них на прилавках. Вот расскажите хитрость, может быть, как вообще простому человеку узнать, что это настоящая продукция «Саюри»? Есть такой лайфхак? Ну, всегда кто-то пытается выдать свое как успешное. Всегда что-то успешное кто-то хочет себе присвоить. Да? И в данном случае не только по овощам, по огурцам, но и по другим также товарам. У нас тоже такое присутствует, и не первый раз мы слышим об этом, что нашу продукцию вроде бы как считают, что это наша, принесут домой продукт, покушают, и говорят, что это нет, это не «Саюри». Да, есть такие, ну, по крайней мере, мы пытаемся показать, что это наш продукт. Во-первых, видно, что он не залежавшийся продукт. Видно, что он плотный. Огурец должен быть плотный, не мягкий. Мы пытаемся все вот отростки, которые предусмотрены, мы их срезать. Почему? Потому что кончик, который оставляют
он также, помимо того, что он питает огурец после его сбора, но также это является определенной масса, которая также идет при взвешивании. Дополнительно. Да, дополнительно. Мы в итоге убираем этот кончик, мы пытаемся показать, что вот это наш продукт хотя бы таким способом. Ну и на это тоже ухитряются некоторые и тоже пытаются под нас подстраиваться. Но в данном случае можно всегда попросить и попробовать вкусовые качества испытать. Наши вкусовые качества, они всегда, ну, по крайней мере, те, кто наш продукт постоянно кушает, они всегда ее определяют. Помимо всего этого, нужно потребовать от продавцов определенные документы. Мы имеем сертификат соответствия, который мы ежеквартально получаем новый. Через госстандарт мы получаем сертификаты на каждую продукцию. И каждый квартал мы подтверждаем, что она проверяется. Мы также проводим проверку на всевозможные пестициды, на те организмы, на те микроэлементы, которые присутствуют и которые должны присутствовать, которых не должно быть. Мы это всегда проверяем. То есть мы можем всегда показать по нашей продукции все исследования. Ну, хотя бы таким образом можно требовать и спрашивать подтверждение качественной и нашей продукции. На сегодняшний день у нас таких проблемных вопросов уже как бы нету. Будем надеяться, что не будет. Будем надеяться, что не будет, да. А лечит кто, получается? То есть тоже агроном? Он как врач? Да, будем считать, что агроном это как врач. Естественно, есть народные методы лечения, есть, соответственно, уже технологические методы лечения. Также с добавлением определенных препаратов. Вот. Я знаю, что у вас живут шмели. Вот зачем они там, какую функцию выполняют и откуда вы их привезли? Значит, для того, чтобы растение росло, давало плоды, оно должно физиологически иметь определенное взаимодействие, да, грубо говоря. У нас для того, чтобы опыление должно быть, у нас продукт есть пчелоопыляемый, шмелеопыляемый и самоопыляемый. То есть, допустим, гибриды, которые мы используем как под огурец, томева, это продукт, который самоопыляемый. Он не требует, чтобы было опыление шмелей или пчел. Для опыления для опыления томата, для томата необходимо опыление. И мы в данном случае для томата, для клубники мы приобретаем шмели, которые работают вместе с нами 2 месяца. То есть через каждые 2 месяца мы их семьи меняем. Раньше мы, естественно, также это поступление шмелей было из Израиля, из Голландии. Сейчас мы приобретаем российские семьи шмелей, которые нам присылают из Воронежа, из Краснодара. Ну, смотрим, они тоже бывают более активные, менее активные. Поэтому мы уже выстраиваем для них определенные условия, для того, чтобы они работали, а не спали. Но сейчас в зимний период времени, конечно, и когда снег лежит на пленке, они менее активны, приходится их маленечко шевелить, чтобы они летали и работали. Чтобы они работали. Да. Это самые основные помощники. И чем больше они опыляют, тем больше у нас, соответственно, цветоносов. И цветонос, соответственно, тем больше плодов. Ну вот как вы считаете, как правильно развивать сельское хозяйство в самом большом и холодном регионе? Что может помочь? Вот кроме специалистов, про которых мы с вами поговорили, и большого желания, что еще должно случиться? То есть и вообще нужно ли это делать? Нет, в любом случае у себя на подсобном участке, где-то в деревне, для ведения хозяйства, естественно, это нужно делать. И
Ну, хоть и короткое лето, оно, я знаю, позволяет выращивать и огурцы, и томаты, и кто-то даже выращивает и косточковые растения. Вот. Ну, это обязательно нужно делать. Ну, для крупного промышленного выращивания, естественно, я считаю, что должны этим заниматься профессионалы. Потому что мы отвечаем, допустим, профессионалы отвечают полностью за свой продукт. И всегда можно с него спросить за качество или прийти проверить, посмотреть, как они выращивают. Ну, может быть, чему-то научиться. Ну, то есть, если какой-нибудь простой житель Якутска придет к вам и скажет: дорогие друзья, подскажите мне, что делать. Вот подскажут специалисты, вот у меня там, не знаю, вон, перец не растет. Что делать? Поможете? Ну, я думаю, что поможем, почему нет? Здорово. Почему нет? Ну вот и последний вопрос. Насколько выросла сеть магазинов в Саюре? То есть если раньше продукцию можно было купить только в Сырдахе, насколько я помню, то сейчас, насколько я знаю, уже все гораздо лучше. Куда идти покупать настоящее? На сегодняшний день у нас открыто 5 магазинов, собственных фирменных магазинов. Это в Сырдахе, это на улице Ленина, в Покровске, да? на Труда. И последний недавно мы в середине месяца открыли магазин в городе Покровске. Поэтому пытаемся донести уже напрямую свою продукцию в регионы. Если будет получаться, ну, будем отправлять и дальше. Угу. Для этого, естественно, как я говорю, должно быть и желание, и возможности. Ну, я надеюсь, что у вас все получится. Я благодарю вас за интересную беседу. С вами была Яна Бабаева и программа «Якутия в деталях». Мы сегодня с вами прощаемся. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.